Кадры возгорания торгового центра «Сухуммаркет» в прошлом году видели все. Тогда общественность была взбудоражена новостью о том, что сгорел второй этаж здания, в котором находился детский развлекательный центр «Джунгли». К счастью, пожар произошел в ночное время и обошлось без пострадавших. Сейчас на месте развлекательного центра лишь обугленные стены. По словам сотрудников МЧС, на момент возгорания центр был оснащен первичными средствами пожаротушения. Работала даже пожарная сигнализация, чем на сегодняшний день не может похвастаться ни один детский развлекательный центр в Сухуме. Как говорят абхазские спасатели, причиной возгорания в джунглях стало нарушение элементарных правил пожарной безопасности. Где находятся дети, там немножко другие нормы и другие требования. Во-первых, должно быть в каждом развлекательном комплексе должно быть автоматическая пожарная сигнализация, первичные средства пожаротушения. И в план эвакуации, информационные таблички. Зачастую люди в панике не знают даже, как набрать в службу спасения и как дозвониться. Это теряется время, это опять же чья-то жизнь. Детский развлекательный центр «Амалык» даже в дни банкетов рассчитан не более чем на 10 детей. В остальные дни ребят, которые приходят сюда с родителями, еще меньше. Но это не означает, что здесь не должны быть соблюдены элементарные правила безопасности. Детский центр находится в здании торгового дома «Адмирал». Комната маленькая, уютная, но никак не соответствует требованиям пожарной безопасности. Арендатор помещения Кама Вуба объясняет, что не знала, что в центре должны быть огнетушитель и план эвакуационного выхода. Обещает все исправить в ближайшее время. Недавно открылись, да. И получается, что никто и ничего не предупредил. Лично меня никто не предупреждал. Вот за это, видимо, так и получилось. Но обещаем, что приобретем все, что нужно, и будет все нормально. Сотрудники пожарно-спасательной части проводят профилактическую беседу с владелицей центра. Как затем они нам объяснили, этот объект даже не стоял у них на учете. Более того, они не знали о его существовании. А это является грубейшим нарушением со стороны владельцев центра. В Сухом Приборе есть на первом этаже со стороны проспекта перед Бушей открылся магазин, там продаются первичные средства пожаротушения. Как можно приобрести, уже есть такая возможность. То есть здесь надо укомплектовать первичными средствами пожаротушения. И инструкция о мерах пожарной безопасности. То есть такой стенд небольшой, где написано меры пожарной безопасности, как себя вести в случае пожара и как пользоваться первичными средствами пожаротушения. Детский развлекательный центр «Леон» открылся совсем недавно. Уютная обстановка и доброжелательная атмосфера сразу располагают не только самых маленьких, но и взрослых посетителей центра. Огнетушители на самом видном месте. Это радует. Дальше больше. В «Леоне» учтен запасной выход, но пока нет системы пожарной сигнализации, которая, как обещают собственники центра, будет установлена в ближайшее время. Мы встречались с руководителем данного объекта. И первые шаги с его стороны уже сделаны. Как вы видите, здесь уже приобретены первичные средства пожаротушения, это огнетушители. А также, как мы с ними договаривались, он закупил за границей в России, в каком городе я точно не знаю, датчики и оборудование пожарной сигнализации. На данном объекте будет установлена в ближайшее время пожарная сигнализация. Правила пожарной безопасности не полностью соблюдены в развлекательном центре «Маяк». Здесь, как и во всех остальных подобных объектах, отсутствует пожарная сигнализация. Но есть выходы и схема эвакуации. Тем не менее, этого недостаточно и необходимо соблюсти все правила, предупреждают сотрудники пожарно-спасательной части. Проблема с соблюдением правил пожарной безопасности существует не только в детских развлекательных центрах, но практически в каждом здании, где наблюдается большое скопление людей. Это рынок, торговые центры и другие объекты. Под особым наблюдением должны находиться, конечно же, школы и детские сады. По планам отдел государственного пожарного надзора проверяет все объекты, то, что у них имеется в их территориальной ответственности. По Сухуму в год один раз это детальная проверка всех объектов, независимо от каких, начиная от магазинов, заканчивая дошкольных, школьных учреждений. И это детальные проверки. И есть контрольные проверки тоже раз в полгода. Несмотря на постоянные проверки соответствующей службы, ситуация пока не меняется в лучшую сторону. Ведь каждому предпринимателю легче
заплатить штраф в 300 или 600 рублей, чем затрачивать огромные суммы на пожарную систему. Некоторых не пугает даже тот факт, что после неоднократного штрафа в случае неисполнения предписаний МЧС на владельцев торговых и развлекательных центров могут быть заведены уголовные дела. Царес Марлеона Адлиба, Абхазское телевидение.